С именем Аллаха Всемилостивого и Милостивого. Удивительно, каждый размышляющий человек, который будет внимательно читать Коран, обнаружит для себя в нем много знамений и чудес. И не зря, наверное, предложения в Коране названы аятами. Вернее, Коран состоит из сур и из аятов. Суры не состоят из предложений, они состоят из аятов. И поэтому даже на русский мы не говорим, что это предложение, мы не говорим, что это стих, а мы говорим, что это аят. Аят в переводе с арабского означает знамение. Сегодня мы рассмотрим с вами одно из таких знамений, где Всевышний Аллах говорит в Коране: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Аллах говорит, и Он, Аллах, установил Луну, определил Луну, сделал Луну светом в них, то есть в этих небесах. И Он, Аллах, установил Солнце светильником. Я бы хотел остановиться на этих двух словах и обратить ваше внимание на эти два слова «нуран ва сираджа». «Нур» в переводе с арабского означает «свет». Аллах Субхану ва Тааля называет Луну светом, называет ее роль, предназначение светом и называет Солнце светильником. Словно Всевышний Аллах косвенно дает нам понять, но довольно очевидно для тех, кто сегодня уже обладает современными научными знаниями, а именно теми, что Луна не светит, она лишь отражает свет, а источником света является Солнце. Именно это косвенно заложено в этих формулировках. Но еще раз подчеркиваю, довольно-таки очевидно. И в этом, кстати говоря, также заключается неподражаемая природа Корана. Неподражаемая природа Корана, который может читать и образованный, и необразованный, получать наслаждение, получать почву для размышления, получать доводы и доказательства тем знаниям, которые он приобрел. В другом аяте Аллах, описывая Солнце, говорит: «Ваджа'аля сираджа вахаджа». И Он, Аллах, установил пылающий светильник. В комментариях к священному Корану говорится, что Солнце является источником света и тепла, которое необходимо для того, чтобы все живое росло и развивалось на Земле. Все эти факты были установлены человечеством с научной точки зрения, эмпирическим путем в 20 веке, когда люди смогли выйти в космос. Откуда это мог знать человек по имени Мухаммад 14 веков тому назад? Либо он летал в космос, что, очевидно, невозможно на то время, либо он получил сведения от всезнающего, всевидящего Творца Вселенной, что является истиной. Поэтому мы верим в то, что пророк Мухаммад является печатью всех пророков и посланников. А Коран — это слово и книга от Всевышнего Аллаха.